Один за другим республика на неделе принимала крупные форумы и сотни гостей, в том числе из зарубежья. Уфа стала местом принятия ключевых решений. На канале БСТ время подводить итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Вектор детства, будущее с детьми. Эльгизар, иди ко мне. Пойдешь? Иди скорее. Улыбнулся даже, как увидела. Социальные гостиницы для подростков и уроки семьеведения. Опыт республики будут тиражировать на всю страну. Что в Башкирии сегодня нужно сделать для того, чтобы именно здесь, на башкирской земле, больше рождалось детей? Мода на многодетные семьи и свободные субботы. Сертификаты для частных детсадов станут частью формулы демографического успеха. Окна разбиты, краска содрана, ремонт в подъездах еще не закончен, а его уже пора переделывать. К борьбе с вандалами общедомового имущества Ради Хабиров призвал соседей. Разъяренные дольщики, усиленная охрана экс-застройщика Миловского парка арестовали. Дмитрий, вам не стыдно перед обманутыми людьми? Нет. Самый крупный недострой республики, куда делись 2 миллиарда рублей несостоявшихся новоселов. Всех воров, чтоб посадили, не только этого Комлева, сволочи такого. Такие деньги на дороге не валяются. Раскрыта многомиллионная афера при ремонте федеральной трассы М5. На старт хором всей страной. Уфимские улицы были перекрыты, зеленый свет только для бегунов. Преклонный возраст и даже инвалидная коляска не повод пропускать полумарафон. Хочу сказать, чтобы никогда не сидели дома, занимались спортом, и все у вас будет хорошо. Мода на многодетные семьи, сертификаты на устройство в частные детские сады, социальная гостиница для подростков – все это темы прошедшего на неделе Всероссийского конгресса «Вектор детства». Республика на несколько дней стала семейным центром России и удивляла гостей не только гостеприимством, но и социальными практиками. Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила опыты и проекты Башкортостана, которые в будущем будут внедрять в других регионах страны. Об итогах форума расскажет Анастасия Ильчебаева. Эльгизар, иди ко мне. Пойдешь? Иди скорее. Улыбнулся даже, как увидела. Не первая встреча, но впервые после нее они уже никогда не расстанутся и домой отправятся вместе. Двухлетний Эльгизар и его трехлетняя сестра Аделя год провели в доме малютки, словно ждали именно ее. Анастасия Черенева вместе с мужем увидели малышей в телевизионном проекте «Радость нашего дома». История детей так тронула их сердца, что супруги приехали за ними из Пермского края. Детей, когда первоначально видишь, да, скажем так, по видео, а потом, когда приезжаешь, то есть ты утверждаешься, что дети почему-то в душе вот это вот идет, что да, это мои дети. В новую семью малышей провожали инициатор проекта Карина Хабирова и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Важно еще в раннем возрасте не упустить ребят, как воспитывающихся в детдомах, так и в семьях. Иногда мама и папа просто не могут найти общий язык с детьми, особенно с подростками, и находятся даже на грани того, чтобы отказаться от ребенка. Я честно скажу, у меня руки опустили, потому что обратиться вообще некуда было. Когда дочь начала уходить из дома, а учебе стала предпочитать прогулки по крышам, Альбина Сафина решила, что уже потеряла ребенка. Но семейный очаг помогли сохранить в одноименном детско-родительском клубе при социальной гостинице «Подросток». В этот раз они пришли уже как гости, чтобы поблагодарить. Испытывают трудности жизненные в семье, испытывают трудности взаимопонимания со сверстниками. И в этом случае мы предлагаем наши услуги именно на нашей площадке. Мы нашу площадку называем демократическая площадка. Это не социальный приют, это не детский дом. Здесь учат родителей и детей найти ту самую нить, что вновь их свяжет, понять и принять друг друга. В свободное время в центре занимаются рукоделием. Вот и Анну Кузнецову не смогли отпустить без подарка. Мягкие носочки для вас, Анна Юрьевна, и вашей семьи. Да. Всем по размеру. Всем по размеру. Детский омбудсмен уже предложила внедрить такую практику и в других субъектах России. В свое время Башкортостан был и одним из первых регионов, где начали преподавать в школах уроки семьеведения. Опыт республики сейчас рассматривают на федеральном уровне. Развернуть семьи внутрь, потому что мы в смартфонах, да, в рекламе мы смотрим вот вокруг все, что происходит. Но очень редко мы собираемся вот глаза в глаза. Когда я говорю родителям, смотрите чаще глаза в глаза своим детям. Просто говорите, просто рассказывайте.
Новый предмет пока преподают как факультатив. Школьников, наоборот, пытаются разгрузить. В республике решили сократить школьную неделю до 5 дней. Пока в качестве эксперимента по субботам от занятий освободили учеников с 1 по 6 классы. Но с нового учебного года это будет касаться всех школьников. Освободившиеся субботы предлагают проводить, например, на пикнике, либо участвовать в соревнованиях. Руководитель Башкортостана поддержал эти инициативы, но отметил, что тематические выходные не должны превращаться в обязаловку. Взрослым нужно мотивировать детей собственным примером. Чтобы эта суббота была интересной, надо, во-первых, грамотно продумать тематику, хорошо организовать. Если педагогический коллектив организует интересную субботу, так дети сами будут еще проситься: сделайте нам это, сделайте это. В общем, усилиями сделаем так, чтобы дети, знаете, я говорю, вот чтобы прошла одна суббота, она же раз в месяц, чтобы они ждали следующей субботы, понимаете, и жили этим, рассказывали друг другу, общались, восхищались. Ввести моду на многодетные семьи – еще одна задача, которая стоит перед республикой и страной в целом. Решение проблемы – это комплексные меры, и каждому региону нужно подходить индивидуально, считает детский омбудсмен. Анна Кузнецова сама многодетная мама, воспитывает 2 дочерей и 4 сыновей. Российские субъекты отличаются и по национальным особенностям, и в плане ресурсов, которыми обладает регион. Омбудсмен предлагает ввести индивидуальные формулы демографического успеха. Совокупность мер или разработанная их комбинация для конкретного региона и будет той формулой демографического успеха, которая приведет именно в этом регионе. Например, сегодня мы в Башкирии. Что в Башкирии сегодня нужно сделать для того, чтобы именно здесь, на башкирской земле, больше рождалось детей? И эти меры, конечно же, будут в чем-то отличаться от мер, которые нужно предпринимать, например, в Москве. Нередко от рождения ребенка молодые семьи отказываются из-за невозможности совмещать воспитание детей с учебой или карьерой. В республике в очереди на получение места в ясельной группы сегодня стоят более 5000 малышей. Именно поэтому в Башкортостане планируют ввести сертификаты для устройства ребенка в частный детсад. Пилотным городом пока выбран Стерлитамак. Там программа должна заработать уже в октябре. Она заменит компенсацию за непредоставление мест в детском саду. Сумма будет больше в 2 раза – 6000 рублей в месяц. Это все, у кого с 1,5 до 3 лет есть дети, и они не получают место в муниципальном детском саду. Мы не будем дохода спрашивать, а мы будем требовать трудоустройства матери после этого. То есть она отдает, но государство ей платит за это, ну ты тогда иди на работу. Вот смысл в чем. Всевозможная поддержка от государственных программ до психологической помощи. Сегодня в стране семьи не должны оставаться один на один со своими проблемами. По итогам форума собраны предложения, которые могут стать поправками в законодательстве. И главный их вектор – дети. Анастасия Чебаева, Максим Окунев, Лилия Курбанова, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. Впервые за 3 года в Башкортостане зафиксирован серьезный рост инвестиций. За первый квартал, по данным Минэкономразвития, этот показатель увеличился на 4,3%. Об этом сообщил Ради Хабиров. Он отметил, что в денежном выражении в регион было привлечено свыше 40 миллиардов рублей. И это только вложение частного бизнеса. Если прибавить сюда бюджетные источники, то показатель плюс 5,2%. Причем заслуга это как прошлой управленческой команды, так и усилия нынешней, добавил Хабиров. Руководитель республики призвал власть на местах включаться в эту работу и прилагать все усилия для того, чтобы сделать комфортной деятельность малого и среднего бизнеса. Мы находимся в 5 Российской Федерации. То есть, я что хочу сказать, если мы с вами вместе работаем, как я просил, главы работают на своих инвестиционных часах и часах предпринимателей, открывают двери своих закромов, имущества, поддержки, налоговых преференций, у нас это начинает работать. Причем я это подтверждаю тем, что бесстрастные цифры говорят о том, что мы идем на правильном пути. Финансовые аналитики, в свою очередь, отмечают, регион за последнее время нарастил взаимодействие с деловыми кругами и инвесторами. Это и сказалось на высоких показателях. Существенную роль сыграло и то, что власти начали плотнее выстраивать диалог с федеральными структурами. Это результат сегодня ручного управления Ради Фаридовича. Соответственно, система дисциплины, налаживания дисциплины, укрепление вертикали государственной власти и понимание и воспринимание тех требований, которые ставит сегодня глава республики. При реконструкции трассы М5 использовался материал, которого не существует. Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.
Установлено 100 тысяч кубометров песка. Для реконструкции федеральной трассы были отгружены только на бумаге. Однако поставщик ПГС и его подельники получили по фиктивным документам 33 миллиона рублей бюджетных денег. К тому же, как сообщает пресс-служба регионального МВД, следователи выяснили, что песчано-гравийной смеси с заявленными в контракте характеристиками фактически не существует. Руководитель предприятия заключен под стражу. Полицейские и сотрудники ФСБ в данный момент выявляют всех причастных к данной афере. Между тем, арестовали Дмитрия Комлева, присвоившего деньги дольщиков. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и хищении участников долевого строительства Миловского парка 2 миллиардов рублей. Предприниматель в 2015-м вышел из состава учредителей фирмы-застройщика, а через год объявил себя банкротом. Из зала суда репортаж Радмира Азнабаева. Всех воров, что посадили, не только этого Комлева, сволочи такого, но и всех остальных тоже. Около сотни обманутых дольщиков собрались возле советского суда Уфы. Они надеются взглянуть в глаза Дмитрию Комлеву, который, по версии следствия, обманул каждого из этих людей на миллионы рублей. Он должен сидеть в тюрьме! Он должен сидеть в тюрьме! Поэтому в этот день в здание суда прибыло подкрепление конвоиров, чтобы усилить сопровождение подозреваемому. Журналистам Дмитрий Комлев заявил, что никакого чувства стыда не испытывает. Дмитрий, вам не стыдно перед обманутыми людьми? Нет. А куда ушли 2 миллиарда рублей? 900 квартир получено в году. Его не смущает огромное внимание. На слушание мимо журналистов и обманутых его компанией людей Дмитрий Комлев заходит уверенно. Дмитрий Сергеевич, вы согласны с обвинением в свой адрес? Нет. На заседание приехали и родственники подозреваемого, жена и брат Дмитрия. Правда, от комментариев они воздержались. Мы не хотим отвечать на ваши вопросы. Просто не хотим, понимаете? Никакого негатива нет при этом. Просто нет желания, и все. По словам защиты, деньги Комлев не похищал. Все средства, полученные от дольщиков, ушли на строительство комплекса. И суммы, которыми распоряжался Килстройинвест, это деньги компании. Арест Комлева может только негативно сказаться на достройке вот этого жилого комплекса Миловский парк. То есть это никоим образом не поможет дольщикам. Слушание было закрытым. Двери открылись лишь на оглашение приговора. Фемида решила отправить Комлева под домашний арест, так как преступление, в котором его подозревают, связано с предпринимательской деятельностью. Избрать в отношении обвиняемого Комлева Дмитрия Сергеевича, 80-го года рождения, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 11 суток, то есть до 27 июня 2019 года. Лидеры инициативной группы обманутых дольщиков собираются обжаловать решение советского суда уже в Верховном. В первую очередь люди хотят вернуть деньги, ибо большинство потратило на покупку недвижимости последние кровные, которые они копили десятки лет. Напомним, Миловский парк является одной из самых масштабных и притом проблемных строек в республике. Следствие насчитало более 1500 обманутых дольщиков, которые внесли в проект в общей сложности 2 миллиарда рублей. Радмир Азнабаев, Булат Садриев. Итоги недели. На этой неделе республика попрощалась с Артуром Ахмедхановым. Проводить в последний путь вице-премьера правительства Башкортостана пришли родственники, друзья, сослуживцы, коллеги и даже те, кто не был лично знаком с генералом. Гражданская панихида и траурный митинг состоялись в Доме Госсобрания Башкортостана. Он тяжело болел и бился до конца, но сердце генерала остановилось. Артур Ахмедханов ушел из жизни на 57-м году. Республика потеряла воина и патриота. Семья осталась без любимого мужа и отца. Дома тоже был такой же крепкой опорой для нас, для детей. Мы всегда себя чувствовали защищенной с ним. Для дома, для семьи всегда старался, душой всегда болел. Близкие, коллеги, боевые товарищи. Проводить в последний путь Артура Фарвазовича пришли тысячи людей. Среди них и первый президент республики Муртаза Рахимов и нынешний руководитель региона. Сегодня наша республика прощается с одним из своих самых достойных сынов, мужчиной, воином, генералом. Для всех здесь собравшихся, для всех нас это очень большая потеря. Для меня это личная потеря. Долгие годы наши жизненные пути шли вместе.
С октября прошлого года Артур Ахметханов исполнял обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкортостана. Практически вся его трудовая биография связана с силовыми структурами. Начинал карьеру с оперуполномоченного, потом возглавлял Орджоникидзевский РУВД Уфы, Республиканскую госавтоинспекцию. Позже работал заместителем министра внутренних дел Башкортостана. Он был человек сильный, по духу, вообще он никогда не отступал, только шел вперед. У него было много идей. Мы с ним и как на территории Республики Башкортостан, как на территории Северо-Кавказского региона, все вместе несли службу. Он боевой офицер, боевой генерал. С 2008 по 2016 годы Артур Ахметханов был главой МВД по Северной Осетии. Целых 8 лет. Местные СМИ называли это рекордом. С приходом башкирского генерала в республике прогремели резонансные задержания террористов. Именно при Ахметханове в Северной Осетии осудили на реальные сроки членов нескольких банд, промышлявших похищениями людей и заказными убийствами политиков. Все террористические акты, которые были совершены на нашей территории, к счастью, были раскрыты. Я считаю, что лично настойчивости, организованности Артура Фарвазовича ни один преступник не остался на свободе. Очень много можно говорить о его профессиональных качествах. Я считаю, что это был профессионал высочайшего класса. До возвращения в родную республику Артур Ахметханов работал заместителем командующего Приволжским округом войск Нацгвардии. На этой должности он эффективно организовывал работу подразделений по обеспечению безопасности жителей регионов ПФО, снижению в населенных пунктах уровня уличной преступности. Проводить в последний путь генерала приехали и сослуживцы из Нижнего Новгорода. Так получилось, что я с ним провел последние 3 дня, по воле Всевышнего, наверное. И я его привез в эту больницу, где непосредственно он скончался. И, в принципе, он уже чувствовал себя не очень, может быть, хорошо. Я говорю, может быть, Артур, можешь помочь там? Только он встал, говорит, нет, я сам. Видно, не хотел, чтобы люди видели, что он себя чувствует, не очень важно. Вот так вот гордо поднял голову, выпрямился и пошел. Вот я говорю, как гордо жил, так гордо и ушел. Артур Ахметханов был удостоен орденов за заслуги перед Отечеством 2 и 4 степени, ордена Салавата Юлаева и множество других наград. Похоронили генерал-лейтенанта полиции на мусульманском кладбище. Пусть Всевышний упокоит его душу, а родным и близким всем нам даст утешение и терпение, иншаллах. Руслан Батрагареев, Азат Петров, Ильнур Юмагулов и Владимир Шевчук. Итоги недели. Ради Хабиров на неделе призвал общественников проконтролировать ремонт в подъездах, а главное его сохранность. Поводом послужили случаи вандализма. Фотографии сделаны в Уфе и Стерлитамаке. Разбитые окна и разрисованные стены, и это там, где лишь на днях красили и меняли стеклопакеты. Руководитель Башкортостана жестко отреагировал на подобное, написав на своих страницах в социальных сетях, что власти и впредь будут бороться с таким поведением неразумных граждан, которые лихачат, паркуются на газонах и нарушают закон. Вот стены выровняли уже. Стены выровняли. Где-то на 2-3 дня они сейчас будут стоять так. Должно высохнуть. А это вот такие короба уложили, да? Кабель канал это первоначальные эти были. Это были, да? Накануне Ради Хабиров сам прошелся по подъездам многоэтажек на улице Салавата. Руководитель республики пообщался с жителями, интересовался перспективами благоустройства двора и детских площадок, отметив, что следит сам лично за графиком работы, и за его срыв чиновников ждут серьезные санкции. Безотходное производство в скором времени может стать реальностью для республики. На неделе эта тема стала ключевой на международном съезде рекоператоров в Уфе. Самым главным итогом форума стало подписание соглашения о создании первого в Башкортостане экотехнопарка, в котором планируется до 90% отходов перерабатывать. Проект долгосрочный, на реализацию потребуется около 1 миллиарда рублей. Но именно такие предприятия в будущем помогут предотвратить появление новых свалок. Ведь, по сути, большая часть мусора до полигонов не дойдет, а просто вернется обратно в качестве сырья для повторного использования. Репортаж Артура Шамсуддинова. Вот, поехали! Рывок за рывком 16-тонный грузовик все же сдвигается с места. Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин – гость Международного съезда региональных операторов. И не просто так. Выступление стронгмена символично. Оно показывает, насколько тяжело идет в России мусорная реформа. Давай, пошел! Давай, пошел! Хорошо, идем! Хорошо!
Пусть с пробуксовками движение вперед есть. Еще одна победа в борьбе с отходами – подписание соглашения о создании первого в республике экотехнопарка на базе крупнейшего мусоросортировочного завода. Отныне большую часть отходов он будет не закапывать на полигоне, а перерабатывать. Построить, значит, цех переработки вторичных материальных ресурсов и площадку для компостирования, значит, органических отходов. Органика занимает треть в общей массе ТКО. И здесь, в Ишимбае, специальные сепараторы будут отсеивать ее и превращать в компост. Его можно будет использовать как экологически безопасный грунт, в том числе пригодный для строительства дорог. Есть, естественно, те задачи, над которыми предстоит еще дополнительно работать. Это и в том числе анализ территориальной схемы и запуск инвестиционной программы, связанной со строительством новых инфраструктурных объектов. Но, например, в рамках уже сделанного в Башкирии есть чем похвастаться. У нас был, на мой взгляд, очень конструктивный процесс формирования тарифной политики, поэтому мы были очень признательны нашим региональным операторам, что мы спокойно, в разумной, спокойной обстановке нашли необходимое решение. На сегодня только 9% от всего собираемого в республике мусора идет на переработку. Для сравнения, в европейских странах этот показатель в 7 раз выше. Один из самых наглядных примеров – Германия. 70-е годы. Тогда были 66 тысяч мусорные свалки в стране. Сейчас 0. Их нет. Налаживание в республике вторичной переработки поможет не только сократить количество свалок, но и позволит снабжать различные предприятия сырьем для производства. К примеру, этот завод в Октябрьском единственный в Башкортостане, который поставил на поток использование специального гранулята, изготавливаемого из пластиковых отходов. Из вторсырья делают хозинвентарь, мебель и предметы декора. Именно применение вот этого закона, работа этого закона в Российской Федерации, значит, дало нам возможность уже переработчикам увеличить буквально за год 2 раза применение в оборот рециклинг. А ведь того же пластика на свалках гниет более чем достаточно. Правда, далеко не весь пригоден для использования. Чтобы мусор был полезен, его нужно правильно сортировать на этапе выбрасывания. Новый этап, то есть раздельный сбор мусора, уже начинается. Во дворах можно увидеть вот такие контейнеры, отдельные для пластика, стекла и бумажных отходов. Отсюда все содержимое пойдет не на свалку или мусоросжигательные заводы, а на переработку. То есть в скором времени получит вторую жизнь. Прививать культуру раздельного сбора мусора взялись и волонтеры. Так, организаторы экологического движения «Чистая Уфа» в магазинах, библиотеках, подъездах и некоторых организациях установили пункты сбора пластиковых крышек. По словам Елены Воробьевой, акция преследует сразу 2 цели. Получить вторсырье в результате переработки и заработать на этом деньги, которые пойдут на благотворительность. Минимальная партия, которую мы хотим собрать, это наша цель – 10 тонн, и отправить на переработку. За это сырье мы получим 150 тысяч рублей. Проблемы, которые возникли в ходе мусорной реформы, одинаковы для всех регионов. Самый наболевший вопрос – платежи. Квитанции приходят и на давно умерших людей, и на несуществующих жителей, которые даже не прописаны в доме. В деревнях не хватает контейнеров, и мусор зачастую разбрасывают прямо на улицах. На фоне реформы появились даже новые виды махинаций, от которых страдают уже сами регоператоры. Организовались сообщества преступные, которые вместе складирования, это площадки, просто-напросто переворачивается контейнер, полезное содержимое из него изымается, и вот этот мусор оказывается на площадке, разносится ветром, и за это оператор должен нести ответственность. К 2024 году на вторсырье должна пойти половина всего выбрасываемого мусора. Создание экотехнопарка – первый шаг на пути к этой глобальной цели. Из отходов будут делать предметы быта, грунт и РДФ топлива. Использование такой энергии на промышленных предприятиях в качестве замены угля и нефти позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Само понятие мусора может исчезнуть, ведь и отходы будут приносить пользу. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Ильнур Имагулов. Итоги недели. На этой неделе состоялось еще одно значимое событие в жизни республики. В России выпустили марку к вековому юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Торжественное гашение марки специальным штемпелем прошло в здании Уфимского главпочтампа и одновременно в Московском доме литератора. В церемониях приняли участие сотни человек, среди которых не только почитатели таланта поэта, но и семья Мустая Карима. Напомню, что попытки выпустить марку с изображением писателя предпринимались в его 80- и 90-летние юбилеи. Однако тогда договориться с фабриками госзнака не получилось. Сейчас же тираж в 128 тысяч экземпляров уже разлетелся по почтовым отделениям по всей стране. Как в одном из своих знаменитых стихотворений он писал:
птиц выпуская из своей груди. Вот сегодня, как эти птицы, из его груди разлетелись множество марок. И многие люди в нашей стране увидят его заветный лик и поймут, что в нашей жизни есть поэзия. Это очень большое достижение для нашей республики, что у нас вышла такая марка. Марки, посвященные Республике Башкортостан, нашим персоналям, нашим деятелям, вот сейчас она 3-я по счету вышла. Да, до этого выходили марки, посвященные нашим деятелям, которые были связаны с нашей республикой. Это был Сергей Тимофеевич Аксаков, Нестеров художник. Чем еще запомнится уходящая неделя? Новости короткой строкой от Эмиля Басареева. В Уфе ФСБ задержала высокопоставленного полицейского. Страж порядка требовал 450 тысяч рублей за помощь дочери своего знакомого. Во столько он оценивал свои услуги за якобы организацию перевода на очное отделение Института права. В случае отказа он обещал, что студентку завалят на экзаменах и отчислят. В момент передачи денег экс-заместитель начальника оперативного отдела МВД и был задержан сотрудниками управления ФСБ. 37-летний полицейский был признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и приговорен к 2 годам лишения свободы. Двое детей едва не утонули в Гафурийском районе. ЧП произошло в селе Красноусольский. На берегу реки девочки 3 и 6 лет оказались без присмотра. Вначале в воронку попала младшая сестра, а пытаясь ее спасти, захлебываться стала и старшая. Трагедии удалось избежать чудом. Детей спас рыбачивший на противоположном берегу местный житель. Девочки не пострадали. Инвалида без ног и руки оштрафовали за нескошенную траву в огороде. Инцидент произошел в деревне Казанки Архангельского района. Комиссия местного сельсовета составила протокол на 500 рублей за то, что своим бездействием он создает пожароопасную ситуацию в деревне. По мнению чиновников, опирающийся на 2 протеза, мужчина должен был взять в единственную руку косу и навести порядок. Случившимся заинтересовался региональный следственный комитет. Под свой контроль инвалида взяло Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики. В Уфе впервые прошел республиканский конкурс среди водителей школьных автобусов. Его организовал Госкомтранс региона по поручению Радия Хабирова. Соревнования собрали около 100 шоферов. Им предстояло показать не только мастерство вождения на полосе препятствий, но и знание техники перевозки и ПДД. В итоге победу одержали водители школьных автобусов из Уфимского и Иглинского районов. В уфимском селе Максимовка мужчина решил жестоко расправиться с собственной собакой. Он несколько раз ударил ее ножом в область шеи, а после выкинул раненое животное в мусорный бак. Жертву нечеловеческой жестокости спасли волонтеры, доставив собаку в клинику и найдя ей донора крови. Операция длилась 3 часа. У животного были перерезаны трахея и пищевод. Сейчас собака питается через трубочку, но уже начала выходить на прогулки. А хозяину за содеянное придется ответить по закону. Произошедшим заинтересовалась полиция. 30-летний юбилей известный артист Радик Юлиакшин, он же Элвин Грей, отметил грандиозным шоу. Оно прошло на сцене развлекательного комплекса «Огни Уфы», собрав более 2500 зрителей. Огромное количество спецэффектов и свыше 50 киловатт звука. Столько аппаратуры на данной площадке еще никогда не было. Поздравить заслуженного артиста республики пришел и Радий Хабиров. В Конгресс-холле Таратау прошел творческий вернисаж. В экспозиции 212 картин проекта «Материнство раскрывает таланты». Их авторы не профессиональные художницы, а женщины, которые взяли в руки кисти и карандаши во время беременности или уже после родов. Инициатором стала Карине Хабирова. Супруга руководителя республики сама нашла время, чтобы посвятить его холсту и краскам. Все картины будут переданы детским домам республики. Для мам также прошли лекции, где своими знаниями поделились врачи, специалисты по соцсетям, стилисты и астрологи. Снова сели за парты. 5-й по счету диктант по башкирскому языку прошел на этот раз не только в Башкортостане и российских регионах, но и в десятках странах мира. Радий Хабиров поддержал инициативу присвоения мероприятию международного статуса и сам принял участие в диктанте на одной из городских площадок. Азат Садреев знает, о чем писали под диктовку. Если к школьному диктанту готовятся дома за учебниками, то к международному танцую под национальную музыку. Звуки курая и домбры лучше всего настраивают перед важным мероприятием, говорят участники, даже если ты и не башкир по национальности. Я живу в Башкортостане, поэтому
где я живу на этой земле, уважаю, этих народов уважаю, поэтому думаю, что я обязан учить этот язык, надо учить этот язык. Вот шла идти, ойлаем, вот тогда я думаю. Чтобы написать диктант по башкирскому языку, достаточно было просто прийти на одну из многочисленных площадок. В Башкирском государственном университете для участников подготовили 700 вот таких папок. Внутри есть все необходимое: блокнот, ручка, бумага. Всего же, по словам организаторов, в 5-м юбилейном диктанте примут участие более 100 тысяч человек по всему миру. Международный статус диктанту был присвоен впервые. Инициативу Фонда по сохранению и развитию башкирского языка поддержал Ради Хабиров. Наши соотечественники проживают практически по всему миру. Мы подумали, что почему бы ему не придать статус международного. Во-первых, это повышает интерес к этому. Ведь наша задача власти в чем состоит? Повысить интерес и дать инструменты для того, чтобы язык учили и на нем говорили. Я считаю, что у меня лично это начало пути для такого очень грамотного языка. Для меня башкирский язык – это средство общения. Я могу на нем объясняться, говорить, но я-то хочу большего. Руководитель республики признался, в последний раз писал диктант 4 десятилетия назад. Вместе с ним за парты сели ученики столичных школ, студенты, известные артисты, общественники, журналисты и депутаты. По их словам, такие мероприятия позволяют не только укрепить знания родного языка, но и избежать его трансформации. Надо заново сделать так, чтобы не только в образовательном процессе с помощью учебников и тетради обучали родной свой язык, но и создавать языковую среду в воспитательном процессе, в садиках, в школах, в семье. И тогда наш язык не будет находиться на грани исчезновения. Я ни разу не участвовал в таких диктантах. Это первый мой опыт. Организаторы предложили. Для меня это в какой-то степени, наверное, вызов. Я на башкирском не учился. Потому что мы, наверное, какого-то уже критического предела достигли в незнании своего родного языка. А всякий язык – это же особый мир, он обогащает и ребенка, и взрослого. Я считаю, что вреда не будет, а пользы будет очень много. В Башкирском государственном университете были организованы 2 площадки, на которых тексты отличались по сложности. Это позволило привлечь максимальное количество участников, среди которых оказались не только те, кто в совершенстве владеет башкирским языком, но и те, кто только начинает его изучение. Собственно, вот такие вот мероприятия, они заставляют учиться, заставляют вспоминать, разговариваться, вспоминать культуру, свои корни. И, знаете, я вот себя ловлю на мысли, что год от года, да, где бы я там ни пожил, где бы я ни находился, там все больше и больше хочется вот к этим корням возвращаться. К диктанту присоединились США, Канада, Турция, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, страны СНГ, регионы России, где проживают представители башкирского народа. Позже с ними был организован телемост, в ходе которого участники со всего мира не только поделились своими эмоциями, но и предложили отметить вековой юбилей Башкортостана в таком же международном формате. Представители Швейцарии предложили осенью провести Дни культуры Башкортостана в Европе. Мы, говорит, очень хотим видеть наши коллективы здесь. Тоже столетие республики провести в Европе хотят. Международный диктант по башкирскому языку прошел на 845 площадках по всему миру. Результаты рекордного по количеству участников мероприятия будут озвучены 20 мая. Азат Садреев, Азат Петров и Азат Тузбеков. Итоги недели. 19 городов России, в том числе и Уфа, сегодня вышли на забег. В столице Башкортостана на полдня перекрыли едва ли не весь центр города, но событие того стоило. Стартовали по всей стране ровно в 9 утра по московскому времени порядка 70 тысяч человек. По уфимским улицам пробежали свыше 1500 атлетов. Были и те, кто преодолел расстояние на инвалидных колясках. Каждый мог выбрать дистанцию по своим силам. Взрослые бежали 5, 10 и 21 километр, а для самых маленьких участников забега подготовили трассу в 2000 метров. Первым на финиш среди мужчин пришел Арсений Миняков из Янаульского района, тем самым подтвердив свое чемпионство прошлого года. Да, в принципе, нормально. Уложился в то время, которое я хотел. Так, вроде хорошо. Как настроение у вас? Да, отлично. Для меня было, конечно же, волнительно, потому что я не знал, как проехать это на обычной коляске. Это даже не спортивная коляска. Вот, поэтому было волнение. Вот, но я справился, мне очень понравилось. Такие люди, как мы, такие же, как и остальное общество, какие здоровые люди. Поэтому
хочу сказать, чтобы никогда не сидели дома, занимались спортом, и все у вас будет хорошо. Начал бегать, потому что заболел серьезно. Операцию хотели делать, я напугался. Начал потихоньку растить, все болячки прошли. И вот бегаю, не могу остановиться. Как остановлюсь, тут хватает, там хватает. И чем лежать у телевизора, пить пиво, лучше движение. Движение – это жизнь, я теперь твердо это знаю. В движении остается и футбольный клуб «Уфа», который сыграет в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Накануне подопечные Вадима Евсеева принимали на своем поле футбольный клуб «Оренбург». После поражения со счетом 0-2 стало ясно, что башкирская команда не поднимется выше 13-го места. Таким образом, Уфе предстоит сразиться с коллективом, представляющим ФНЛ. Артем Кочешев с подробностями. Долго запрягают, как нельзя лучше подходят к матчам футбольного клуба «Уфа». В игре с Оренбургом башкирские игроки в 4-й раз за последнее время пропустили в первые 15 минут. Быстро поехать на этот раз тоже не удалось. Инертно играли. Связано с чем это было трудно, потому что сказать, но будем искать. Но проблема еще и оказалось то, что мы не готовы были к полю, да. Хотя мы тренируемся тут на этом поле, мы тут играем. За игрой футбольного клуба «Уфа» на этот раз наблюдал Радий Хабиров. Руководитель региона решил сменить привычную вип-ложу на места для рядовых болельщиков. Успешные результаты не всегда залог светлого будущего для спортивных клубов. Необходима и поддержка руководства. В этом смысле у Уфы хорошие перспективы. Очень надеемся на ребят. Чтобы они завершили сезон. И на следующий у нас большие планы. Работаем над тем, какой у нас должен быть стадион большой, футбольный стадион. Он нам нужен, это большая такая объемная работа. В перерыве встречи на стадионе «Нефтяник» дали старт новому проекту «Лига дворового футбола». Победители этих детских соревнований получат сертификат на строительство новой площадки. Турнир пройдет в рамках марафона спортивных событий. С мая по сентябрь он включит в себя более 100 мероприятий. Только сегодня я присутствую уже на 5-м спортивном мероприятии, да, поэтому на самом деле Республика Башкортостан очень спортивный регион, и мы говорим о том, что мы идем к очень серьезным результатам, поэтому за здоровый образ жизни, ну и, конечно, мы болеем за Уфу. После перерыва уфимцы создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Хорошей возможностью не воспользовался капитан команды Павел Аликин, пробив падение головой рядом со штангой. Оренбуржцы уверенно действовали в обороне и в концовке реализовали свой момент. Окончательный счет 2-0 в пользу Оренбурга установил Даниэль Мишкич. Хорошо, что забили быстрый гол. Я считаю, что еще стали увереннее действовать. Там после гола было, наверное, минут 5-7 Уфа перехватил инициативу. Но в целом я считаю, что мы владели преимуществом и заслуженно забили второй гол и довели игру до победы. Теперь Уфа сыграет в стыковых матчах. Они пройдут 30 мая и 2 июня. Соперник станет известен в следующее воскресенье. Команде Вадима Евсеева в 30-м туре еще предстоит встретиться с московским «Локомотивом». Несмотря на непростое положение, болельщики продолжают верить в Уфу. После каждого матча десятки мальчишек обступают футболистов с просьбой об автографе или фотографии. За последние 5 лет поклонники привыкли, что в Уфе есть команда премьер-лиги. Но теперь этот статус придется подтвердить в сложной борьбе. Артем Кочешев, Равшан Артыков. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя мая. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До свидания.